дань памяти жертвам атомной бомбардировки. Я Назарбаев. жаңа Қазақстанды құруға кірістік. Қайырлы кеш, добрый вечер. Здравствуйте, с вами журналисты Ельмедиа и я Аян Шерибаев. Сегодня мы раскроем вам один из важных секретов коррупции по-казахски, озвученный бывшим вице-министром по цифровизации Министерства здравоохранения РК Олжасом Абишевым, который прошел отечественные круги ада вместе с экс-министром здравоохранения Елжаном Биртановым, получившим сроки осенью 2022 года за якобы злоупотребление положением с целью личной выгоды. Это очень интересный кейс. Мы также раскроем в подробностях довольно показательный депутатский запрос, сделанный на днях в Мажилисе парламента Ерланом Саировым, который назвал ряд компаний, наживающихся на продаже народной нефти по левым схемам. И хотя уважаемый депутат не раскрывает подробности этих серых схем и не называет имена конечных бенефициаров, но он дает нам основания, как журналистам, выяснить детали этой очередной аферы с нефтью, сделавшей кое-кого богаче на лишние миллионы долларов США. И мы все выяснили. И, наконец, с приходом нового главы Белого дома в Соединенных Штатах Америки весь мир с придыханием ожидает самых неожиданных кульбитов на политическом, торговом, военном ландшафтах мира от экзальтированного американского президента. Что может прилететь к Казахстану в этом круговороте геополитических сюрпризов? Так, в попавшем в распоряжении Ельмедиа списке Казахстан оказался в числе нарушителей конвенции. Что это за список и о чем эта конвенция, мы вам расскажем в нашем выпуске. Смотрим! Но начнем мы с самой обсуждаемой на сегодня новости. Вчера разразился скандал вокруг Перизат Кайрат и ее благотворительного фонда. Агентство по финмониторингу заподозрило ее в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Цитата. «Основная часть пожертвований использована Перизат К для покупки предметов роскоши и недвижимости. Так, весной текущего года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса Mercedes-Benz S450 за 88 миллионов тенге, Lexus LX 600 за 80 миллионов тенге и Хавал за 39 миллионов тенге, говорится в сообщении, распространенном в четверг. Также отмечалось, что она покупала элитную недвижимость, квартиры, коттедж, парковочные места на общую сумму в 600 миллионов тенге. Цитата. «За счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат К неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в 5-звездочных отелях», выяснили финмониторщики. Но тут отметим, что потребуются достаточно веские доказательства того, что именно на собранные у людей деньги подозреваемая и шиковала. Тут либо она не задумывалась о последствиях, либо рассчитывала на мощную крышу. Другой занимательный момент. Почему-то на этот раз следствие фактически раскрыло имя задержанной, хотя по другим делам ни они, ни антикоровцы этого не делают. Впрочем, обратим внимание на сам фонд. Вообще организаций под брендом Бысбергеймс в Казахстане зарегистрировано в последние годы около пары десятков. Это и общественные организации, и их областные филиалы, и даже чисто коммерческие фирмы, занимающиеся торговлей. А сама тема, если помните, появилась весной 2020-го, в самом начале карантина. Инициатором, как водится, стал Нурсултан Назарбаев, который на то время был в статусе Ельбасы и секретаря Совбеза. А основным двигателем был его зам по Нуратану, а ныне беглец Бауржан Байбек. Но это так, к слову.
Вдруг вы забыли. Хотя неплохо было бы проверить и эту организацию. Что касается фонда Перизат Хайрат, то ее полное юридическое название – Общественное объединение Бызбыргемыс Казахстан 2030. Оно было зарегистрировано лишь в октябре 2021 года, когда к пандемии все привыкли, карантин всем надоел, а жизнь вроде как стала налаживаться. Причем, судя по официальным документам, за все время существования фонд заплатил налогов только за 2023 год в сумме всего каких-то 165 тысяч тенге. Возможно, именно поэтому степень риска налогоплательщика для компании определена как средняя. Более того, на сегодняшний день на Бызбыргемыс наложен временный запрет на выезд за пределы Казахстана. Наложен также арест на банковские счета. Введен запрет на нотариальные действия. И есть еще какой-то очень интересный массовый арест. Мы так и не разобрались. Заинтересовал нас и список учредителей, которых вместе с Перизат Хайрат насчитывается аж 10 человек. Это малоизвестные личности, но внимание привлекло то, что их связывает, а именно прямая аффилированность с партией Нур-Отан, а точнее Аманат. Назовем навскидку некоторых из них. Например, 25-летний Арсламбек Махзум, который в 16 лет начал карьеру в Жас-Отане, а сейчас возглавляет астанинский филиал молодежного крыла Жастар-Руха при партии власти, естественно, а заодно депутат столичного маслихата. Также там есть Сергей Матюшенко, примерно то же самое, но на уровне района Байқоңыр-Астаны. 30-летняя Айгерим Серикжанова называется учредителем ООО «Жастар-Руха» при партии Аманат. Или, например, мой тезка Аян Хафиз, активист все того же аманатовского молодежного крыла. Понятно, что учредители могли и не знать, чем занимается руководитель, но очередное пятно на репутации партии власти уже не отмыть. Даже при том, что если, допустим, партийцы будут все отрицать, ну и тупо разводить руками. Но вернемся к сообщению АФМ. Оно заканчивается нехарактерной для правоохранителей ремаркой, давящей на гражданские чувства. Цитата. Таким образом, своими противоправными действиями Перизат К нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности. Тут, конечно, можно вспомнить о презумпции невиновности, но такие мелочи уходят в тень, когда искусственно поднимается ажиотаж и сеются сомнения вокруг благотворительности в стране. Подчеркнем, веских и вполне обоснованных сомнений. Возможно, уже несколько недель в социальных сетях идут информационные атаки, например, на фонд Асар-Уме, а недавно его и вовсе обвинили в растрате пожертвований. И на фоне этого сейчас разрабатывается поправка в закон о благотворительности. Некоторые опасения по этому поводу в конце октября высказала общественный деятель Светлана Ушакова, вошедшая в рабочую группу по разработке законопроекта. Если коротко, то могут быть введены дополнительные меры регулирования в связи с выявленными случаями нецелевого использования благотворительных средств. Цитата. «Мы все понимаем, что мошенники существуют везде, но предполагаемые меры кажутся излишними и могут создать барьеры для развития благотворительности». Конец цитаты. На днях министр культуры и информации Аида Балаева, отвечая на соответствующий вопрос наших коллег, также высказалась по этому поводу. Конкретных решений еще нет, поскольку мы собираем предложения, изучаем мнение экспертов. Вы должны понимать, что такие инициативы просто так не принимаются, поскольку есть и отдельные факты спекуляции, мошенничества. Поэтому, конечно, в этой связи мы рассматриваем вопрос совершенствования механизма
благотворительной помощи. Поэтому я призываю вас всех также активно участвовать, вносить свои предложения. Конкретных еще решений нет. Вообще тема, конечно, актуальная и даже больная, потому что понятно ведь, что далеко не все волонтеры занимаются мошенничеством или живут на широкую ногу за счет пожертвований. И речь здесь не только о фонде Перизат Хайрат, но и о других, скажем, например, о фонде, а точнее о нескольких фондах Нурсултана Назарбаева, через которые проходят сотни миллиардов тенге. Об этом говорили не только мы, но и другие журналисты-расследователи на протяжении последних лет. Дойдут ли руки АФМ до фондов Ельбасы в отставке? Это большой вопрос. Или финмониторщики так и будут заниматься мелочами, вроде как Безбергимс. Очень интересно. Ну что ж, а мы переходим к заявленным темам. Из этих 2 и 3 триллионов тенге, оказывается, исчез 1 триллион тенге. То есть 1 миллион людей, которые фиктивно получали лекарства. Ребята, если будете заниматься коррупцией, я вас лично сдам в прокуратуру, могли бы мертвые души приписать, мертвые услуги приписать, дорисовать, изменить, как ему удобно. Ну и никогда мы коррупцией никогда не занимались, это против нашей природы. Через 2 недели приходит АФМ, все работы останавливают, платформу выключают, и это в разгар пандемии. Мы сократили получателей бесплатных лекарств с 3 миллионов до 2 миллионов. Это еще один герой нашей темы о том, как в национальных компаниях и других крупных государственных органах цветет и пахнет наша неистребимая коррупция по-казахски. Вы хорошо помните наши выпуски об ужасах на КТЖ «Казахстан Темиржолы», в которых мы рассказывали о том, как в этой самой худшей нацкомпании страны пропадают сотни миллиардов тенге, которые будто жгут в паровозной топке денно и ночно проклятые коррупционеры. Эту ситуацию в прошлом месяце рассказывал общественности и президенту Токаеву бывший топ-менеджер КТЖ, директор департамента по автоматизации и цифровизации компании Салмен Амрин, которого через пару недель после его откровений Астанинский районный суд приговорил к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы. Редакция Ельмедиа накануне приговора получила от Амрина письменные ответы на редакционные вопросы. В целом, если говорить о сути проблемы на КТЖ, о чем мы рассказывали в наших нескольких выпусках, то многомиллиардные потери в этой нацкомпании, на которые указывал поздно очнувшийся глава аудиторской палаты Алихан Смаилов летом этого года, заключается в том, что в компании пользуются старыми, еще советскими методами управления компанией, которые позволяют проводить серые схемы по организации и учету пассажирских и грузовых перевозок, начислению тех или иных тарифов и так далее. Салмен Амрин пытался довести до сведения президента Токаева информацию, что в КТЖ не приветствовали автоматизацию и цифровизацию процессов перевозок, хотя департамент под его руководством сумел сэкономить для страны 36 миллиардов тенге только за 1 год, благодаря именно цифровизации учета, которая не дает ни обмануть, ни поднять, ни опустить тарифы, ни скрыть неучтенные грузы и так далее. Вот именно это, по мнению Салмена Амрина, и послужило причиной его преследований со стороны следственных органов и обвинений, выдвинутых против него руководством КТЖ. Что характерно, Амрина обвинили в нанесении ущерба в сумме 21 миллион тенге, якобы он начислял лишнюю зарплату, а за потерянные миллиарды и миллиарды тенге на КТЖ так никто и не ответил. И вот история, буквально один в один, которая всплыла уже с другим топ-менеджером по цифровизации, но уже в Министерстве здравоохранения, приговор которому был вынесен 2 годами ранее.
Надо сказать, что в свое время первый президент Нурсултан Назарбаев хотел выглядеть прогрессивным правителем Казахстана и в 2018 году издал указ о том, чтобы во всех министерствах, национальных компаниях, а также в крупных государственных учреждениях ввели цифровизацию систем управления. С этой целью везде создавались новые департаменты и назначались вице-министры по автоматизации и цифровизации. Это решение позволяло не только правильно систематизировать работу громоздких аппаратов и облегчать труд сотен тысяч офисного планктона, а также открыть широкий портал обратной связи исполнительной власти с населением. Но что было еще важнее, так это получить возможность блокировать по вертикали и по горизонтали, естественно, многие коррупционные схемы, которые буквально лезли из всех щелей дырявой системы государственной власти. Цифровизация, по идее, должна была стать железным щитом от распилок государственных средств и прочной защитой от многочисленных махинаций по злоупотреблению полномочиями с целью личной наживы. И когда многочисленные коррупционеры и клептократы в госуправлении это поняли, то начался определенный саботаж. Цифровиков стали где-то задвигать или делать их соучастниками грязных схем, а где-то откровенно зажимать, особенно если они становились свидетелями этой самой коррупции. И вот одного такого осудили в 2022 году на 4 года ограничения свободы. Это дело получило широкую огласку, так как в нем фигурировал бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов. Но сегодня мы сосредоточимся не на обвинениях бывших чиновников Минздрава, а на том, как распиливались триллионы бюджетных средств в системе охраны здоровья нации. Но прежде очень коротко расскажем предысторию, наберитесь терпения, потому что дальше будет один сплошной шок. Итак, бывший министр здравоохранения Казахстана обвинил медицинскую мафию во вмешательстве. 26 октября 2022 года бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов и вице-министр ведомства Олжас Абишев выступили с последним словом в процессе, инициированном агентством финмониторинга по якобы хищениям государственных средств, выделенных на создание единой цифровой платформы. В своих заключительных заявлениях оба указали на медицинскую мафию, которая якобы препятствовала процессу цифровизации, а внедрение платформы, заявили подсудимые, помогло бы устранить коррупцию в сфере распределения лекарств населению и оказания медицинских услуг. Но агентство финмониторинга, которое и затеяло процесс против чиновников Минздрава с упрямством осла, стояло на своем. Биртанов и его заместитель нанесли ущерб государственному бюджету, оплатив и не реализовав проект цифровизации, согласованный до 2017 года с хорватской компанией Ericsson Nikola Tesla. К слову, генеральный директор компании Гордана Ковачевич дважды отрицала правонарушения в официальных письмах на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2020 году, ну и писала она также тогдашнему министру здравоохранения Цою в 2021 году. Одновременно Биртанов и Абишев настаивали на том, что действовали в соответствии с условиями договора. Интересно, что АФМ не ограничилась только лишь обвинениями, но и, пользуясь своей властью, просто тупо остановила процесс внедрения цифрового продукта в систему здравоохранения. С какой целью это было сделано, до сих пор непонятно, если только не брать во внимание версию о том, что таким образом ведомство сыграло на руку некой группировки высокопоставленных коррупционеров, окопавшихся в системе здравоохранения. Потому что в условиях, когда коррупция пронизывает все сферы нашей жизни, мы верим, что только тотальная цифровизация, исключающая человеческий фактор, могла бы хоть как-то снизить уровень воровства. Теперь потраченные на разработку системы миллионы долларов из государственного бюджета превратились в цифровой хлам.
Хотя, если верить Биртанову и подрядчику из компании Ericsson, то внедрение платформы не отнимет много времени и средств, и фактически система практически на 100% готова к эксплуатации. И мы смогли побеседовать с Олжасом Абишевым. Если вы стоите, то лучше присядьте, потому что то, что вы услышите, вас как минимум шокирует. Нет, мы понимаем, коррупцией сегодня никого не удивишь. Но даже мы изумились масштабом воровства в ведомстве, которое призвано следить за здоровьем нации. А самое главное, что до сегодняшнего дня варье, рассевшееся по кабинетам нацкомпаний и министерств, практически положило на лопатки справедливый Казахстан Токаева. Но давайте двигаться последовательно. Итак, напомним, что во время суда Абишев и Биртанов заявили о медицинской мафии. Почему появился этот термин, на какой почве он вообще возник, кто вообще стоит во главе группировки и о каких суммах идет речь. Меня привлекли как технического специалиста именно для цифровизации. В 2018 году появились новые должности вице-министры по цифровизации. Я никогда не был на госслужбе, никогда не был политиком, поэтому с технической точки зрения меня пригласили на эту должность, чтобы мы начали цифровую трансформацию здравоохранения. На тот момент это было 900 миллиардов тенге бюджета, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование всей отрасли здравоохранения. И никто не мог ответить, куда и как идут эти деньги, потому что количество жалоб никогда не уменьшалось. Люди постоянно жалуются, что им не хватает лекарств, что им не хватает медицинских услуг, им не хватает медицинской помощи. И у нас стал вопрос, а как проконтролировать эффективное целевое использование 900 миллиардов тенге? Только с помощью тотальной цифровизации, не просто бумажные справки, и не просто, получается, там бумажные какие-то услуги, а именно цифровизация от выделения денег до человека, которому гарантировано государством получение этих медицинских услуг. А это первый шаг. Оцифровка медицинских карт, то есть амбулаторных карт, медицинских записей. Если все сейчас зрители, которые смотрят, и вы вспомните начало 2018 года, когда вы ходили в поликлинику, там были стеллажи бумажных амбулаторных карт, которые терялись, которые дополнялись. А сейчас вспомните, когда вы приходите в поликлинику, ни одной бумажки и регистратуры, как раньше, с этими архивами нету. Вы просто говорите свой ИИН или просто даете свое удостоверение, и все появляется на экране монитора. Все ваши записи. Это первый шаг, оцифровка амбулаторных карт. За счет этого мы выявили, какие услуги доходят до людей, в каком объеме они получается. И на середину 2018 года мы начали с лекарств. Это самое чувствительное для нашего населения, бесплатных лекарств. В середине 2018 года получателей бесплатных лекарств было 3 миллиона человек в Казахстане. За счет полной оцифровки, и мы внедрили блокчейн, то есть человеку приходит СМС при выдаче лекарства, когда врач фиксирует в системе, что выдал лекарство, человеку приходил СМС от 1414, мы первые, которые внедрили, вам выдано лекарство. Подтвердите или позвоните нам, если вы не получали лекарства. Только за счет этого шага в конце 2018 года мы сократили получателей бесплатных лекарств с 3 миллионов до 2 миллионов. То есть 1 миллион людей, которые фиктивно получали лекарства. Теперь в денежном выражении, если на 3 миллиона выделялось 120 миллиардов тенге из 900 на закуп бесплатных лекарств, я уже молчу про завышенный закуп, я молчу про перекупщиков, а чисто именно сам факт закупа, то за счет сокращения с 3 миллионов до 2 миллионов мы в конце 2018 года вернули в бюджет 33 миллиарда тенге. Без сокращения фактических получателей. Люди фактически, которые получали лекарства, они и получали лекарства. А за счет сокращения ненужных людей мы 33 миллиарда вернули обратно в бюджет. Тем самым сократив общий бюджет финансирования на лекарства до 86 миллиардов тенге. Понимаете, да?
Как возбудились вороватые агашки, когда стали нести убытки после того, как Абишев и Биртанов срезали 1 миллион несуществующих больных, на поддержание здоровья которых государство ежегодно выделяло миллиарды и миллиарды бюджетных тенге. Вдумайтесь только, 1 миллион человек фиктивно получали бесплатные лекарства. Странно, что после того, как Абишев и Биртанов вскрыли эту схему, никто из заинтересованных лиц не сел в тюрьму, где АФМ. Ну или хотя бы ответьте на простой вопрос, кто и каким образом таскал ежегодно по 33 миллиарда тенге и продолжает таскать до сих пор. Дальше самое интересное. Теперь проблема в том, звучит на уровне правительства. А почему до этого это не выяснялось? Почему до этого всех все устраивало? Теперь все предыдущие министры об этом знали и молчали, либо они были в доле этого, или только господин Биртанов и его команда такие умные и ушлые. Теперь, чем обвинять всех предыдущих министров, легче наказать одного. Тем самым, летом 2019 года комитет финмониторинга при Министерстве финансов начинает по заказу одного из чиновников начинает прослушивать мои телефоны в поиске, что я коррупционер, чтобы остановить меня и мою команду в борьбе с фарм-мафией, получается. Так, стоп, вот тут следует уточнить. Выходит, что чиновники от Минздрава, люди в белых халатах, постоянные победители тендеров на поставку лекарств и другие заинтересованные лица за эти годы успели сколотить натуральную ОПГ, а наши ведомства, вроде агентства по финмониторингу, призванные бороться с коррупцией, отправляют за решетку тех, кто ей противостоит. Непорядок. Мы вас просим, разберитесь, господин президент. Слушаем дальше. А еще, кстати, один факт, почему мы говорим фармафия. В конце 2018 года организационные структуры службы внутренней безопасности Минздрава мы выявили республиканский незаконный склад бесплатных лекарств в городе Чимкент. В Шымкенте все эти лекарства, которые воровались, они складировались и продавались в Узбекистан, в Кыргызстан, в Российскую Федерацию. Все наши бесплатные лекарства с наклейкой «Тигн», то есть на этих лекарствах была надпись «Тигн», и они продавались в наших соседних государствах, а наши люди эти лекарства не получали. Это была целая логистика, выстроенная за все долгие годы независимости, и все об этом зная, никто с этим не боролся. И когда команда Биртанова начала все это приводить в порядок, летом 2019 года комитет финмониторинга начинает слушать мои телефоны в поиске коррупционных нарушений с моей стороны, лично с моей стороны. Потому что на этой должности господин Биртанов всей своей команде строго-настрого изначально предупредил. Ребята, если будете заниматься коррупцией, я вас лично сдам в прокуратуру, и никаких поблажек не будет. Изначально такое как поручение было от руководства, мы это поручение всегда следовали, ну и никогда мы коррупцией никогда не занимались. Это против нашей природы. Комитет финмониторинга полгода, прослушав мои телефоны, не находит никаких доказательств, что я коррупционер. По итогам 2019 года из бюджета 86 миллиардов тенге мы сэкономили 22 миллиарда тенге. То есть обратно же, за счет внутренней оптимизации, мы вернули эти деньги в бюджет. Тем самым, вызвав раздражение у некой группы, некая группа вызывает сотрудников комитета финмониторинга, говорит: ребята, что вы делаете? Мы же вам сказали же. Тем самым появляется заявление от некоего человека на одном листе, который пишет заявление на бумаге, даже не через канцелярию комитета финмониторинга, о том, что Минздрав занимается беспределом, прошу вас их остановить. И это берется, регистрируется бумажно, регистрируется наручно, даже не в канцелярии, входящего номера нету. Оно регистрируется в группе, получается, следователей, и возбуждается уголовное дело.
Понимаете, да, хватило одного заявления, которое даже не было как следует зарегистрировано, чтобы искалечить человеческие судьбы, и все ради того, чтобы и дальше навариваться на здоровье граждан. Ну а потом, в 2019 году, после возбуждения уголовного дела за якобы хищение в особо крупном размере, следователи комитета финмониторинга при Минфине продолжают поиск компромата на Биртанова и Абишева, но компромата нет. Вот тогда-то и стало понятно, что комитет при Минфине, который позднее превратился в агентство, получил заказ от некоего влиятельного человека. Позиция была какая, что меня сначала посадят в СИЗО, а потом найдут у меня дома скелеты в шкафу. Был как бы такой железобетонный подход, который всегда срабатывал. Но комитет финмониторинга посадили меня в СИЗО и начали искать у меня дома, у моих родных, искали эти признаки. После 1,5 года, когда они не нашли этих признаков, они переквалифицировали на 361 часть 4 злоупотребление в целях извлечения личной выгоды. Теперь юридический коллапс. Когда юридический коллапс происходит, что личной выгоды у меня ни приобретение машины, ни приобретение жилья, нету никакого факта моего личного обогащения. Но они не могут признать, что они, оказывается, ошиблись и посадили в тюрьму невиновного человека. Что же они делают? Они делают формулировку. Абишев и Биртанов злоупотребили своими полномочиями в целях извлечения личной выгоды. А личная выгода заключается в том, что они формировали имидж эффективных госслужащих перед президентом страны. Здесь надо сделать небольшое отступление. Тогда комитет получил независимый статус, и тогда же появилось то самое грозное ведомство Агентства финансового мониторинга, подотчетное, кстати, напрямую президенту страны, которое и продолжило преследование Биртанова и Абишева. Они получили огромные полномочия, используя свой админресурс, они надавили на прокуратуру, надавили на судью и заставили вынести обвинительный приговор. Обвинительный приговор и все презентации, все слайды имеются в открытом доступе. Любой желающий может посмотреть на тот кошмарный беспредел, который, получается, случился осенью 2022 года, когда приговор вышел и вступил в свою силу. И вот эти все цепочки нарушений невозможны были бы, если бы некая группа лиц сверху не контролировала бы весь этот процесс. Потому что вся цепочка, она незаконная, она противоречит Конституции, противоречит законам. А теперь посмотрите, за 2023 год из открытых источников информации Минздраву было выделено 2,3 триллиона тенге. Было выделено. Теперь депутат Бахчан Базарбек, депутат Нурумова в 2023 году говорят, из этих 2,3 триллионов тенге, оказывается, исчез 1 триллион тенге. 1 триллион. Представляете, да, из системы исчезает больше 2 миллиардов долларов США, и никто даже глазом не повел. Где АФМ, где Антикор? Вы будете искать пропавший триллион тенге? Давайте мы напомним, в каком недоумении находился депутат Базарбек, когда рассказывал о пропавшем триллионе. По ОСМС, где 1 триллион тенге? 1 триллион. Только где-то вот в Астанинской одной поликлинике гражданин Базарбек Бахаджан, он, оказывается, прошел лечение. Вы? Да, ну, допустим, да? Допустим. Вы, допустим. Да, лечение. А на самом деле меня в этом городе не было, я жил в Алмате. Вот так вот этими мертвыми душами выводят деньги из системы ОСМС. А в ОСМС депутаты не могут добиться от министерства, где 1 триллион тенге. Куда делись эти 1 триллион тенге? Вот, на этот вопрос ни Тамара Касымова, ни министр, никто ничего не может ответить. Невероятно, правда? Но давайте вернемся к истории Абишева и Биртанова. Цифровизации нету, мониторинга нету, 1 триллиона тенге нету. До сих пор депутаты спрашивают каждый раз Минздрав, а где-то 1 триллион тенге? Информации нету, не могут ответить. А теперь вот по информации месяц назад, когда президент заявлял, что в этом году, оказывается, было выделено 3,3 триллиона тенге на отрасль здравоохранения. Через 2 года эта сумма станет 4 триллиона тенге. То есть она будет с каждым годом расти. И наводить порядок в этой структуре
очень невыгодно некой группе лиц, потому что они не смогут миллиардами и триллионами воровать. Поэтому с 20 по 24 годы ни одной попытки цифровизации здравоохранения не было предпринято. Об этом же говорит новый министр здравоохранения Аль-Назарова в январе 2024 года, что с 20 по 24 годы было потрачено 15 миллиардов тенге на цифровизацию, а эффекта ноль. Правильно, эффекта не будет, потому что над людьми висит проклятие, синдром Бертанова-Абишева. Если они будут работать так, как надо, их осудят. А если они не будут работать, тогда их никто не тронет. То есть настоящая власть у фармафии. Они кого угодно засудят, кого угодно обвинят, и никто с этим ничего не сделает. И все прекрасно понимают эти правила игры. И поэтому сколько раз наш президент не говорил бы о цифровизации, прозрачности и контроле, этого не будет, потому что чиновники боятся. А вдруг у них есть скелет в шкафу? Тогда это они не условный срок получат. Они получат места столь неотдаленные, от 5 до 10 лет. Они этим рисковать не хотят. Они прекрасно это понимают. И об этом же в начале октября 2020 года говорит сам президент. Ребята, вы что делаете? Почему вы отключили платформу? У нас здесь коронавирус, у нас здесь пандемия. Больницы и Минздрав вынуждены вручную собирать. Верните обратно платформу. Президент дает поручение прямое. АФМ, игнорируя все это, продолжает блокировать работу платформы. Угрожая всем, что они, всей команде и все члены технической команды подтвердили это в суде, что были угрозы в их адрес от сотрудников АФМ, что если они не делают так, как они хотят, то они сядут со мной вместе в СИЗО. Это было прямое вмешательство, получается, в работу платформы. И только благодаря, получается, не то что благодаря, а, к сожалению, вмешательству АФМ, платформа была полностью остановлена. И несмотря на поручение президента, она до сих пор продолжает быть неиспользованной Минздравом. Потому что всех, кто сейчас вмешается в это, их осудят и накажут. Они этого боятся. Так чего же так боятся те, кто осудил Бертанова и Абишева? Почему некая группа заинтересованных лиц приложила неимоверные усилия, чтобы платформа никогда не была внедрена? Давайте послушаем. Если бы платформа в июне 2020 года продолжала бы по сей день использованной быть, то сейчас мы не имели бы мертвых душ. Мы не имели бы, что нашим детям приписывают фальшивые медицинские услуги. Мы не имели бы факты, когда людям приписывают неизвестные услуги. Сейчас везде в новостях. Я в Дому Мед узнала, что я наркоманка. Я в Дому Мед узнала, что меня лечили. Это все факты приписок. Приписок и гиперосвоения бюджетных денег. Платформа просто не позволила бы этого сделать, во-первых. Во-вторых, платформа не позволила бы задним числом вбивать данные в системы для получения бюджетных денег. Это стало бы невозможным. Платформа сделала бы невозможным прописать, грубо говоря, выписать инсулин, получается, пациенту, который не болеет сахарным диабетом. То есть все эти махинации, они стали бы абсолютно невозможны. И третий момент. Сейчас планирование госзакупа, закупа лекарственных средств и планирование медпомощи идет заявительного характера. То есть Минздрав собирает со всех акиматов: ребята, а сколько вам нужно денег в 2025 году на лекарства и медуслуги? Не идет фактический анализ потребностей в этих медуслугах и лекарствах. А платформа на основе анализа фактически выданных лекарств позволяла бы, может быть, не на 100 миллиардов лекарств, а на 50 миллиардов. То, что нужно закупить лекарства в 2025 году. И это невыгодно, потому что, получается, будет фактический закуп, и чьи-то карманы сильно опустеют. И это было очень невыгодно некой группе лиц, потому что фактически, возможно, по нашему опыту, вместо 1 триллиона тенге, который мы потребляли в 2019 году, нам было бы достаточно для финансирования 8 тысяч медицинских организаций 700 миллиардов тенге. А сейчас бюджет каждый год, сейчас он 3,3 триллиона тенге. То есть он в 3 раза вырос за последние 4 года. В 3 раза. А теперь, когда депутаты говорят, дайте нам расчеты основания, почему они выросли? Наши чиновники говорят, инфляция, медицинское оборудование подорожало, лекарства. Детально основать не могут.
А реально, нужно ли 3 триллиона тенге или нет? Никто этого не может сказать. Тарифы низкие или высокие? Никто не может сказать. Потому что нету информации. Потому что информация заблокированная. А если эта информация станет доступной, то всем станет ясно, что не 3,3, а достаточно, скорее всего, по моим подсчетам, 2,4 триллиона тенге с текущим курсом доллара на сегодняшний день. Но вот эта вот разница в 1,1 триллион тенге падает в чей-то карман. Не в чей-то, в чьи-то карманы, которые сидят высоко-высоко в правительстве и регулируют всю эту отрасль. И не только здравоохранение, но и другие отрасли. Вводит в заблуждение президента в своих личных интересах для того, чтобы дальше продолжать воровать. А наши люди, уровень недовольства получением медуслуг, он сейчас вырос в 1,5 раза по сравнению с показателями 2 года назад. Ну что ж, после того, как кто-то решил поиграть в Бога и разрушить судьбу Абишева как эффективного государственного менеджера, после дикой волны очернения в СМИ, после жуткого долга, которое навесило государство в лице судьи на шею бывших чиновников в сумме 1,5 миллиарда тенге, якобы ущерба, который теперь необходимо возместить, как дальше сложилась жизнь бывшего министра Биртанова и его заместителя? Мы знаем, что бывший руководитель Минздрава и его заместитель оказывают консалтинговые услуги и пользуются поддержкой близких людей и друзей. А что делать? Верят ли они в новый и справедливый Казахстан? Вопрос риторический. А вы верите? Двигаемся дальше. О том, что в национальных компаниях, мягко говоря, не все хорошо с прозрачностью и отчетностью, говорят многие, причем не только журналисты, но и компетентные органы, аудиторы из Высшей аудиторской палаты, а также депутаты Мажилиса. Достаточно вспомнить Ермурата Бапи, который не устает напоминать о реваншистах старого Казахстана, их прошлых делах и нынешних проделках. Можно отметить многолетние попытки депутатской фракции Акжол и ее лидера Азата Перуашева раскрыть контракты по недропользованию, которые были заключены еще при раннем Назарбаеве. Пространные контракты в нефтяной сфере, которые имеют силу до пресловутого 2030 года, говорил в интервью каналу «Глаз народа» депутат от партии Аманат Ерлан Саиров. Говоря об этом, он назвал их невыгодными и противоречащими интересам страны, хоть и добавил, что сейчас якобы ситуация улучшается. И вот в минувшую среду мажилисмен Саиров вновь поднял тему, теперь уже в рамках депутатского запроса, на имя генпрокурора и председателя агентства по финмониторингу. Суть его обращения сводится к тому, что пару месяцев назад казахстанская компания ТО «Каспий Шиппинг» выиграла тендер по транспортировке нефти через Каспий, который проводила АО «Каражанбас Мунай». Причем, по словам Саирова, новый победитель вытеснил компанию, сингапурскую компанию EuroAsia Oil, принадлежавшую якобы какому-то местному олигарху. Так вот, несмотря на заключенный договор между Каражанбас Мунай и Каспий Шиппинг, первый не исполняет этот самый договор, то есть не дает нефть для транспортировки из Ахтау в Махачкалу. Но на многочисленные напоминания об этом нефтегигант ссылается на Министерство энергетики. Мол, они, Астана, не утвердила объем углеводорода, который можно отгружать. Минэнерго же, в свою очередь, заявила, что от Каражанбас Муная никаких запросов к ним не поступало. Можно было бы это все списать на обычную бюрократию, но тут начинается самое интересное. Давайте послушаем, что говорит сам Ерлан Саиров. После объявления победителем отечественной казахстанской компании, по некоторым данным, объемы нефти переправлены в Мангистау-Мунайгаз, где оператором выступает предположительно та же самая Евразия, хозяевами которой являются представители старого олигархата, что похоже на сговор между поставщиками, чтобы не пустить на рынок казахстанскую отечественную компанию. На основании изложенного просим провести проверку указанных
фактов на предмет наличия сговора между АО «Каражанбасмунайгаз» и «Казмунайгаз» в лоббировании интересов представителей приближенных людей из олигархата. Мы не должны втоптать в грязь принципы верховенства закона, равенства перед законом и строгого ответа за нарушение закона в угоду чьих-либо личных интересов. С уважением, депутаты фракции «Аманат». Господин Саиров упомянул, что были грубо нарушены нормы отечественного законодательства, но при этом, наверное, по понятным причинам не стал называть имен. Но, как говорится, мы-то с вами знаем, а если вы не знаете, то мы немного вас просветим. Итак, АО «Каражанбасмунай» добычу нефти на уникальном месторождении Каражанбас ведет, расположенном на полуострове Бозаше, в 230 километрах от города Актау. Месторождение здесь открыто еще в 70-е годы прошлого века, а в середине 90-х это месторождение было выкуплено канадцами, которые учредили компанию Nations Energy Company. В декабре 2006-го канадцы продали 100% своих акций китайской инвестиционной корпорации CITIC Group почти за $2 миллиарда США. Но это был лишь фасад сделки, а в реальности скрытым от лишних глаз был китайский нефтяной монстр CNPC, который в то время уже заполучил себе Ақтөбе-Мұнайгаз. Но учитывая синофобские настроения масс и дотошность тогдашней оппозиции, сделку было решено затемнить. Это отдельная большая история, но отметим, что главным инициатором и, соответственно, бенефициаром этой мутной схемы был никто иной, как Тимур Кулибаев. Об этом, в частности, писали наши коллеги из Республики, основываясь на тайных депешах из коллекции Wikileaks. Были и другие прямые и косвенные доказательства того, что второй зять первого президента в то время лоббировал интересы китайского инвестора. В частности, он, будучи главой Самрұқ-Қазына, защищал китайских товарищей от бунтов казахских нефтяников в 2011 году. Чем это все закончилось, вы, наверное, помните. Но перенесемся ближе к настоящему. В июне этого года агентство по регулированию финансового рынка выдало разрешение на то, чтобы Кулибаев Тимур Аскарович и Кулибаева Динара Нурсултановна, а также их холдинг «Алмекс» приобрели статус крупного участника в АО «Алтынбанк». Это тот самый HSBC Банк Казахстан, который 10 лет назад приобрели Кулибаевы, а в 2018 продали 60% акций китайцам. China CITIC Bank приобрел 50,1% акций и China Shuangwei Investment 9,9% акций. В принципе, 40% доля Халык-банка в Алтыне не изменилась. Просто Финнадзор переоформил документы в связи с поправками в закон. Но, как говорится, рахмет, что напомнили о связи Кулибаева с китайской корпорацией CITIC. Можно принять это за совпадение или же просто подумать, что мы выдаем желаемое за действительное. Но можно было привести еще ряд прямых и косвенных фактов связи Тимура Кулибаева и АО «Каражанбасмунай». Возможно, уважаемый Ерлан Саиров не знал об этих нитях, которые связывают прошлое с настоящим, а также различных фигурантов наших историй между собой. Юридическим языком это называется устойчивыми связями. Что касается упомянутого господином депутатом ТО «Каспий Шиппинг», то тут никаких претензий к этой стопроцентно отечественной компании нет. Они на рынке уже 17 лет транспортируют нефть на 3 танкерах и в порочащих связях замечены не были. А вот упомянутая Ерланом Биахметовичем EuroAsia Oil нас заинтересовала больше. Фирм с похожими названиями оказалось немало. Если учитывать сингапурскую направленность, то поиски стали гораздо легче. И мы обнаружили занятные вещи и знакомые фамилии. Итак, предлагаем разобраться, кого имел в виду депутат Саиров в своем немного половинчатом запросе под формулировками «олигархат» и «Старый Казахстан», объединенными в названии одной фирмы. Если взглянуть на структуру компании EuroAsia Oil,
а на самом деле ее полное название звучит как Euro-Asian Oil Pte Ltd, то совсем нетрудно догадаться, кого именно имел в виду депутат Саиров. Пришлось, конечно, снова перерыть необъятные базы, в которых фигурируют названия непрозрачных офшорных трастов, поговорить с источниками, но нам не привыкать. В общем, вот что у нас получилось. Уверены, что вы точно не удивитесь, когда мы назовем имена бенефициаров, и вы наверняка их вспомните и вернетесь к нашим выпускам, в которых эти имена уже звучали, ну, чтобы сложить из происходящего какую-то понятную картину. Итак, фирма была зарегистрирована в Сингапуре 4 года назад. Забавно, что компания, которая, похоже, в сущности не более чем обычная отмывочная прокладка, по виртуальному адресу, указанному в реестре, там уже зарегистрировано более 200 других компаний. Нормально, да? Но эта самая Euro-Asian Oil Pte Ltd, которую депутат называет просто Евразия, оказывается, вовсю орудует на рынке Казахстана, в сущности являясь наспех созданной шарашкиной конторой. Официальный вид деятельности при регистрации указан как торговля всем, чем только можно, а вот торговля нефтью и нефтепродуктами – это для компании всего лишь дополнительный вид деятельности, но в реальности торговля нефтепродуктами, а точнее посредничество в торговле нефтепродуктами и есть ее основной вид деятельности. Кто вообще эту компанию впустил на наш рынок? Где ваше честолюбие, господа чиновники от нефти? Заправляет в компании, гражданин Франции, некий Франсуа Пьер Буае. Он там числится директором. Про этого человека мы так и не смогли ничего найти путного в интернете, что, кстати, очень странно, да, директор компании с миллионными оборотами и смог сохранить инкогнито. Согласитесь, очень необычно. Есть там и второй директор, гражданин Сингапура по имени Хо Ка Мин. Этот персонаж тоже зашифрован на нет. 0 информации. А также трио дополняет другой директор, тоже гражданин Сингапура и такой же мистер Никто. Однако, несмотря на обилие директоров, у компании есть единственный учредитель. Это швейцарская Петрогем СА, которая располагается в престижном и очень дорогом районе Женевы. Эта компания появилась на свет аж в далеком 1991 году. И вот что подозрительно. Компания с почти 30-летней историей весьма скудно представлена в интернете. Мы смогли выяснить, что Петрогем занимается всем, чем только можно заниматься, и что не противоречит закону, что ее уставной капитал – это всего лишь каких-то 100 тысяч швейцарских франков. Управление компанией осуществляет гражданин Британии Роберт Эббот, а администратором является гражданин Швейцарии Лоран Педрини. Именно так, Педрини. Этот самый Педрини когда-то возглавлял среднеазиатский, а если быть точнее, то казахский филиал компании Vitol. Сегодня это подразделение находится в стадии ликвидации. Но господин Педрини не перестал числиться в топах Витола. Мы неоднократно рассказывали об этой компании, и вот сегодня мы можем с вероятностью почти в 100% заявить, что центральноазиатское подразделение этого мирового гиганта в сфере нефтетрейдинга контролировал Тимур Кулибаев через известного уже вам персонажа по имени Арвин Тику. Посмотрите наши выпуски, где фигурирует имя этого бизнесмена индийского происхождения, ставшего фронтменом грязных схем дуэта Кулибаева и его подручного Данияра Абулгазина. Вы узнаете, если еще не знаете, в деталях, как эта группировка грабила годами страну, выводя из экономики колоссальные суммы денег, в основном на покупку шикарных вилл и поддержание своей красивой жизни. Ну тут, резюмируя, что можно сказать? Что, во-первых, Тимур Кулибаев продолжает сохранять свое влияние. Ну, раз отгрузки нефтепродуктов происходят через мутные иностранные компании, сплошь набитые подставными персонажами. Во-вторых, это было бы невозможно без поддержки представителей правящей системы Казахстана, где профильное ведомство и надзорный орган не предпринимают ровным счетом ничего, чтобы процесс продажи нашей с вами нефти не шел налево по непрозрачным схемам. Ну и в-третьих, а где, собственно, новый Казахстан? Мы продолжаем.
и на закуску, как говорится. Борьба заокеанских санкционных смотрителей с нарушителями установленных Вашингтоном правил все больше напоминает таскание воды в решете. Попавший в распоряжение Ельмеди документ «Новые меры против стран, поддерживающих российскую военно-промышленную базу» впечатляет прежде всего длиннющим списком нарушителей конвенции из Китая, Гонконга, Турции, Эмиратов, Индии, Малайзии, Сингапура, Белоруссии и даже соседнего с нами Узбекистана. А Казахстан в этом многостраничном докладе упомянут всего один раз. Слава Богу. Процитируем дословно. Департамент, имеется в виду Государственный департамент США, стремится разрушить сети и каналы, через которые Россия закупает технологии и оборудование в третьих странах для поддержки своих военных усилий. Сегодняшние обозначения направлены на производителей, экспортеров и импортеров товаров, критически важных для российской военно-промышленной базы. К таким товарам относятся микроэлектроника и средства числового программного управления, ЧПУ, включенный в общий список приоритетных товаров OSPT или CHPL. Определенное Бюро промышленности и безопасности BIS Министерства торговли США наряду с Европейским Союзом, ЕС, Великобританией, UK и Японией. Компании, расположенные в КНР, Индии, Казахстане, Кыргызской Республике, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, среди прочих стран, продолжают продавать эти и другие важные товары двойного назначения в Россию, включая критически важные компоненты, на которые Россия полагается в своих системах вооружения для ведения войны против Украины. Конец цитаты. Ни одна казахстанская компания в госдеповском документе не названа. Слава Богу. Но догадаться, о чем конкретно идет речь, нетрудно. Собственно, о некоторых созданных под казахстанской юрисдикцией фирмах-прокладках мы уже упоминали. Рассказывая о том, кто и как помогает российскому ВПК обходить санкции, мы привели публикацию украинского англоязычного издания «Киевпост», сообщившего о расследовании сайтом разведывательной информации с открытыми источниками ОСАНТ «Информнапалм», который выявил схемы, в которых казахстанские оборонные подрядчики использовали двух французских производителей авионики, чтобы помочь России обойти введенные Западом санкции. Собственно говоря, в докладе Госдепа тоже упомянуты производители авионики, например, цитата «Турбошафт FSZE», компания из ОАЭ, которая в период с января 2023 года по февраль 2024 года поставила товары высоких технологий на сумму более $600 тысяч США в адрес российских компаний, в том числе и в США. Грузы включали инструменты и приборы для аэронавигации или космической навигации. Конец цитаты. Вполне возможно, что госдеповский доклад от 30 октября этого года базировался на более поздней информации, чем расследование Напалма. Все-таки официальное внешнеполитическое ведомство Америки вынуждено многократно перепроверять и подтверждать информацию, в отличие от частного агентства журналистских расследований. Хотя вот цитата из госдеповского доклада, демонстрирующая, что американский Foreign Office вероятнее всего в теме. Государственный департамент продолжает вносить в перечень российские компании и компании из третьих стран в различных юрисдикциях, которые участвуют в закупках авиационных и электронных компонентов, находящихся под экспортным контролем в США и ЕС. Россия продолжает создавать сети обхода санкций для закупки авиационных и микроэлектронных компонентов в целях поддержания своей военно-промышленной базы и авиационной промышленности, включая экспроприированные американские и европейские самолеты. Конец цитаты. К слову, буквально на днях на нашем телеграм-канале мы сообщали о том, что правительство Великобритании заморозило активы сразу 6 казахстанских компаний, в числе которых поставщики станков, подшипников, трансмиссий и запчастей. Одна из этих компаний около 2 недель назад умудрилась угодить еще и в санкционный список Минфина США. Но
на эту новость, в отличие от расследования напалмовцев, официальная Астана отреагировала довольно резво. Устами министра нацэкономики Нурлана Байбазарова. Цитата. «Эти компании-однодневки, которые создаются, вероятно, для определенных целей, когда мы начинаем проверку, видим, что у них нет полноценной хозяйственной деятельности. Они заключают контракт и исчезают. Западные финансовые службы фиксируют такие компании постфактум и добавляют в санкционный список. Я не думаю, что это системная попытка казахстанских компаний обойти санкции. Это разрозненные случаи с целью получения прибыли. С этим сложно бороться, но мы будем соблюдать ограничения, согласованные с американскими и европейскими службами». Конец цитаты. Однако само упоминание Казахстана в госдеповском тексте в ряду третьих стран, продолжающих продавать воюющей России продукцию, дипломатично именуемую товарами двойного назначения, мягко говоря, настораживает. Новые факты, выявляющие наших помогаек к соседской войне, а они непременно в скорости появятся, опасно приближают санкционную гильотину к казахстанской шее, как бы наши officials ее не отмывали. Впрочем, в документе можно найти и более серьезный звоночек по поводу одного из возможных подрядчиков строительства первой казахстанской АЭС – Росатома. Снова процитируем американцев. Итак, это уже 10-я санкционная мера в отношении России с включением в перечень дочерних компаний государственной компании по атомной энергии Росатом. Министерство продолжает вносить в санкционный список юридические и физические лица Росатома, вовлеченные в российский ядерный оружейный комплекс и оборонный сектор, экспорт строительства атомных электростанций, разработку передовых технологий и материалов, добывающую промышленность и связанные с ней предприятия, а также злонамеренную деятельность Росатома, включая оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине. Сегодня департамент выделяет дочерние предприятия Росатома, занимающиеся развитием цифровых и электронных технологий, а также новые бизнес-направления для обеспечения деятельности Росатома. Конец цитаты. Если атомный подряд достанется россиянам единолично, а инсайдерская информация последних дней говорит именно об этом, то под санкционный пресс рискует угодить заказчик стройки века вместе с ее подрядчиком. Не хотелось бы накаркать, но факты вещь упрямая. Ну что ж, на этом у нас все. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Не устаем просить вас подписываться на наш канал и на наши ресурсы в социальных сетях. Не забывайте, что мы всегда с интересом читаем все ваши комментарии, ценим ваши лайки. Берегите себя. Аман сау болыңыздар.